Динамика культуры народов Севера и Арктики России позволяет с особой отчетливостью узреть возрождающиеся императивы предков, например, близкую связь с природной средой, новые формы этого взаимодействия, как зеленый приусадебный участок с эндемиками и даже интродуцированными растениями, которые в Якутии сами не произрастают. Вообще, следует сказать, что культурные тренды, их отраженность на социально-экономическом развитии регионов России становятся интересными вариантами модернизационных преобразований. Они фундируют осовременивание регионов. Такими трендами становится и забота об окружающей среде, ее искусственное улучшение и обогащение растительностью. Вот и прошла якутская жара, лето идет к своему завершению. Каковы результаты этого непростого периода в озеленении города? Многие из горожан увидели те растения, которые не выдержали якутской засушливой и жаркой погоды в городе. Таковые есть и у экспериментального участка у здания Академии наук Якутии. Вынужденно нарушенные сроки озеленения сказались на одном виде растений, которые вы видите, которые лучше высаживать осенью или ранней весной. Оно почти полностью засохло, и его нежная корневая система просто не справилась с летней пересадкой. В остальном, как вы видите, большинство растений чувствуют себя вполне благополучно, давая цветение и уже первые плоды на кустах шиповника и бузины. Окончательный вердикт мы подведем этой осенью. Это вот полынь якутская, полынь обыкновенная. Ага. Вот фаза цветения. Для еды используют именно до цветения, да, в июне. Вот. По-якутски называется юэреото, куга. Очень популярное растение. Как мы различаем? Ну вот стебель такой вот темнеет постепенно, и когда мы смотрим нижнюю часть, оно вот светлое из-за опушения. Тоже очень хорошо используется для салатов с огурцами, очень хорошо идет, очень витаминоносный. Для чая, для смузи можно использовать, в супы можно использовать, разные соления. А саха как использовали в старину? Ага. Ну, старину также использовали в кисломолочных продуктах, добавляли тар, юре. Юре особенно, поэтому от слова юре. Юре суп. Густой суп. Вот. И, ну, еще делали тюэн. Да, вот во время цветения использовали как лечение тюэннехен. Это зобник клубненосный. Тоже по-якутски называется сирш кортоскалах. Уже отцветает. И вот это вот зобник клубненосный тоже используется вот в пищу. Вообще в старину наши предки, они в основном использовали для пищи. Вот это вот полынь эстрагон или тархун. Вот это вот растение используют как приправу. Есть же напиток тархун. Вот из этого растения делают. Из полыни эстрагона. Используется как чай, как приправа, тоже вторые блюда. Очень хорошо вот вкус такой придает. Лучше, конечно, использовать до цветения. Растет на полях, в сухих местах. Такое вот очень хорошее растение. И вот наши предки, они до
приходят цивилизации настоящие, да, современные, они именно не болели. Они занимались профилактикой. Около более 170 видов растений они употребляли в пищу, по данным Савина. Вот. Поэтому нам нужно вспоминать и использовать в основном для пищи, заниматься профилактикой. Ну, везде растет, ага. Он же, ну, как бы, тоже сорным растениям относится. Вообще все растения, которые сорные, стараются ближе к людям расти, чтобы помочь людям. Вот это вот самое такое вот распространенное растение вокруг вот нашего города везде растет. Это хрен гулявниковый. Очень сорное растение. На участке, если посадить, да, то за сезон до 2 метров может прорасти. Поэтому осторожно с ними. Очень-очень такое растение используется для вот легочных заболеваний. Как приправа тоже используется. Конечно, молодые листья нужно использовать для соления. Можно использовать как с чесноком, с луком, с хреном и с медом. Можно сделать такой вот смесь. И можно как профилактика от простудных заболеваний использовать. Из корня делают в основном вот эти вот средства от простудных заболеваний, от легочных тоже заболеваний. Это бадан толстолистный, он уже отцвел. Где-то в начале июня цветет с розовыми цветочками красивыми. Это редкое растение, у нас только в одной точке в Якутии растет, удакан. Вот. Используется вот для чая вот именно вот такие вот старые листья. Он уходит вот в таком виде зимой, поэтому вечно зеленое растение, ну, декоративные очень. А где растет? Ну вот в Удакане, Алданском районе, в одном месте. Ага. Это копеечник шестистоплотный. Он в старину специально вот выкапывали корни и использовали для тоже пищи. Специально строили такой небольшой сарайчик и там коптили даже. На охоту брали и по дороге ели. По-якутски называется сарда. Красные, вот розовенькие у нее цветы. Это другое сорно. Их тоже в природе очень мало стало из-за того, что вот сильно использовали. Это тимьян сибирский или либо тимьян ползучий, общее название. Называется богородская трава, либо чабрец, по-якутски сирсыта. Так, и ну, в народе используется как очищающее, да, пространство, а для вот, в пищу используется как чай, тонизирующий чай можно использовать. И в разных тоже блюдах тоже используют тимьян, но это не этот тимьян, а именно культурный. Вот этот тимьян, он содержит сапонина и хорошо используется для легочных заболеваний, как отхаркивающее.
Вот это вот златоплодник сибирский растет на горах, Алданских, Верхоянских горах. Вот, очень популярное растение, краснокнижное растение. Используют и надземную часть, и корневища. Но корневище, конечно, сильнее. Это ядовитое растение и очень сильное лекарственное растение. Используют как при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как антибактериальные свойствами обладает, поэтому противовоспалительными свойствами обладает. По-якутски называется бёре-сирото. Сегодня у нас с вами 19 июля, практически середина, макушка лета. И мы находимся опять в нашем ботаническом саду, и опять мы находимся у нас на питомнике, на древесных растениях. И вот смотрите, я могу представить, кто у нас в макушке лета уже отличается. Это облепиха. Вот. В наших условиях, как видите, облепиха прекрасно себя чувствует. Я думал, она не растет в Якутии. Растет, она прекрасно растет, она морозостойкая. Не все, конечно, сорта, но вот эта вот облепиха, сорт чуйская, она в стадии зеленых плодов, и поэтому еще не видно вот этих желтых красивых плодов, да? Но в конце августа это такая будет красота, вся усыпанная желтыми гроздями. Вот обратите внимание, как она растет, облепливает прямо по веточке весь побег, поэтому она и называется облепиха. У нас вот эту облепиху начинали изучать еще с 70-х годов. Такая была у нас Петрова Алла Елисеевна. И эти посадки уже старые, поэтому мы тут много чего вырезали, много изменили и заложили новые питомники. У нас 2 питомничка. Один – это как бы продолжение вот этого, то есть здесь туда перенесены те сорта, которые мы сохранили. Это чуйская, а потом дары Катуни, и еще гибрид один, очень интересный. И мы, значит, их перенесли в одно место. И кроме того, мы приобрели новые сорта облепихи, которые ранее у нас в ботсаду не испытывались, и тоже заложили новый питомничек. И вот они, я смотрю, уже хорошо себя чувствуют. Это такие сорта, как Эстель. Они амурские, правда, посмотрим, но в Амуре тоже очень хорошо идет облепиха. И у нас, как видите, прекрасно она себя чувствует. Она, кстати говоря, не только зимостойкая, она еще и засухоустойчивая. Еще она не требует особой питательной почвы. Более того, если вы внесете туда перегной в почву, то вы можете растение погубить. Почему? Потому что на корнях облепихи есть такие азот-фиксирующие клубеньковые бактерии. Они улавливают воздух, это из воздуха азот, и его, значит, переваривают в органическое состояние, потребное для облепихи. А если вы вносите азот, то вы тем самым губите как бы эти бактерии азот-фиксирующих клубеньков, и растение остается без азота. Поэтому облепихе не надо носить органическое удобрение, или если вносим, то в очень ограниченном количестве. Красивое уже растение. Вот это уже образовалось, оно сформировалось после того, как мы провели обрезку. И это растение будет еще долго расти. У нас, как видите, засилие клевера, да, казалось бы, ой, как это плохо. А на самом деле клевер – это прекрасное почвопокровное растение, и из него может получиться великолепный газон. И вот мы попробовали такой участочек, да, заложили как бы, соберем потом семена и посмотрим, что из этого получится, если где-то на отдельном месте мы высеем. Он ползет сам по себе, размножается сам по себе. Его не надо ни подкармливать, ничего. Самое главное – поливать. И вот такая красота у вас будет всегда. У нас прекрасное растение для нашего озеленения. Это подиспирея японская. Она невысокая, да, цветет такими красивыми розовыми соцветиями. Вот, казалось бы, она у нас погибает. В общем, то есть вот, если вы пришли бы сюда весной, вы бы увидели, где стояли такие обмерзшие прутики. И вот эти обмерзшие прутики за лето приобретают
восстанавливаются, приобретают свой прежний как бы вид и цветут. Причем у нас несколько сортов. Вот опять-таки, вот этот, вот смотрите, здесь он сантиметров 40. А вот за вами уже выделился куст, опять-таки, этой спиреи, но он более высокий, он уже 50-60 сантиметров. И вот мы его будем размножать и смотреть, чтобы у нас появилась японская спирея более высокого размера. А кроме вот этой японской спиреи, она же имеет еще сорта. Вот если мы сюда с вами пройдем, то посмотрите, вот эта вот спирея тоже японская, но она называется Golden Princess. У нее вот только-только начали формироваться бутончики. И вот у этой тоже. Это Golden Princess. И вот это вот красивое растение может расти где-то у вас, ну, при садебных участках, и сделать какие-то ландшафтные такие композиции из спиреи, допустим, смешанной, уссурийской, дубровколистной. И вот такие вот прекрасные куртины из японской спиреи. Мы с вами подошли как раз к питомничку, на который мы заложили лучшие сорта, которые давно испытывали. И они у нас, как видите, тоже себя хорошо здесь чувствуют, тоже плодоносят. Вот они плодоношения, прекрасное плодоношение. Тоже, правда, зелененькое еще все. И я хочу сказать вот такую вот вещь. Вот посмотрите, вот у нас растения растут, и тут у нас пропашная такая полоса пошла, да? Мы ее сделали, и мы поняли, что мы сделали ошибку. Дело в том, что у облепихи, у нее на каждый побег, вот такой, за каждый такой побег, отвечает какой-то корень. И если, когда трактор проходит по этой полосе, он повреждает этот корень, и вот эта вот ветка погибает. И если вот вы посмотрите на побег, допустим, вот у нас, ну, на любые можно, вот даже вот на этот, если посмотреть кустик, вот видите, много довольно-таки сухих ветвей. Это не потому, что мороз их погиб. Вон, да, и ветка. Вон ветка сухая. Это как раз потому, что прошелся трактор, прошелся по корневой системе, и веточка погибла. Да, и поэтому мы стараемся вот эти факторы теперь учитывать. Ну, мы учимся, что называется. Вот. А это у нас уже приобретение для нашего плодового сада. Это крыжовник консул. Мы привезли его в прошлом году из Благовещенска. И вот, пожалуйста, смотрите, уже в этом году он плодоносит. Такой маленький, ну, сантиметров 20 уже. Да, сантиметров 20 и уже плодоносит. Так дело в том, что крыжовник он плодоносит уже на 2-й год. Ну, это, конечно, несколько ягод, но этому 3 года. И поэтому у него уже есть вот такие плоды. А на 4-й, точнее, у крыжовника где-то на 5-й, 6-й год максимальное плодоношение. Определить, готовы ягодки или нет, можно следующим образом. Надо взять и вот так вот слегка пощупать, нажать на ягодку. Если ягодка мягкая, значит, она созрела. Если твердая, значит, еще крыжовник не созрел. Собирать его не надо. Это маховая смородина, Ribes procumbens, или еще ее называют смородина ползучая. Это вид черной смородины. Это то, что растет у нас в Якутии. Она считается самой сладкой, самой вкусной, самой душистой ягодой в Якутии. Это черная смородина, вид черной смородины. Самое интересное, что у нее что вот такие вот зеленые плоды, что вот такие вот розовые, что более совсем темные, они уже все сладкие. Если вы попробуете какие-нибудь плоды такие более уже желтоватые, они вкусные. Отличаются от крыжовника, правда? Да. И запах у нее великолепный. Листья красивые очень. Если вот так вот, ой, потрогать это чудо, что такое. Это наша маховая смородина. И в этом вот тут у нас специально такой закуточек, где именно она размножается, потому что она любит влажные довольно-таки условия. Ну, тут она скучна, но мы это будем пересаживать. Может быть, люди тоже будут покупать. Вот, еще можно тут подобрать. Она сладкая-сладкая, вкусная-вкусная, душистая-душистая. Просто не ягода, а чудо. Обожаю ее. Но вот раньше у нас, да, тоже это скажу, вот к вопросу еще, кстати, об изменении климата. Вот тут такая вещь, что наши якутские растения раньше не повреждались такими очень сильно
болезнями. А вот в этом году, даже, ну не в этом году, а уже какое-то, ну лет 10, наверное, мы замечаем, что у нас такие болезни распространяются, как мучнистая роса. И вот даже маховая смородина, вот эта вот маховка, которая была очень устойчива, считалась, вот тоже, видите, уже имеет на себе такие признаки. Это признаки мучнистой росы. Вот такая белесая, как будто бы опыление. Вот. Это грибковое заболевание, с ним довольно сложно бороться, а признаками ее, вот кроме вот этих вот таких белых пятен, как будто припудривания на листьях, являются еще и тонкие искривленные побеги. И, естественно, на тонких искривленных побегах не будет хорошего урожая. И вот это все-таки бич. И вообще вот эти вот вредители, эти болезни у нас в последнее время стали распространяться. А раньше их не было. Я это связываю в основном с изменением климата, конечно. А это смородина черная. Это смородина из Новосибирска, памяти Потапенко. Она только-только начала созревать. Вот видите, у нее какие крупные плоды, темно такие, пока бордовые, да. Очень красивая тоже смородина. А вот следующий у нас вот этот кустик, это смородина Спас. Называется. Ну, тут нам, к сожалению, обманули, потому что мы покупали ее на ярмарке. И считалось, что это абсолютно бессеменная смородина. Но когда мы первый раз ее посеяли и получили урожай, мы в одной ягодке насчитали около 111 семян. Поэтому мы поняли, что нас обманули. Но, тем не менее, смородина красивая, дает хорошие вкусные плоды. Вот это вот ряд у нас испытывается ёшта. Ёшта – это гибрид крыжовника и смородины черной. Она тоже у нас начинает в стадии поспевания. Вот видите, какие? И у нее плоды, вот если посмотреть эти зеленые плоды, они немного другие. Они какие-то полосатенькие, какие-то плотные, цвет у них зеленый другой. А так, в принципе, посмотрите, насколько тоже она густо и обильно растет, плодоносит в наших условиях. То есть замечательные растения, получается, которые мы можем предложить населению как новое перспективное растение. Это тоже крыжовник, но уже, смотрите, другой. Видите, какой он колючий? Его даже сложно держать, да? И вот эти вот фиолетовые плоды будут покрыты, вот это растение, всеми этими фиолетовыми плодами. И если вы видели на том консуле растения, что плоды очень крупные, то здесь не очень крупные плоды, но тоже из них получается великолепное варенье. Но очень неприятно то, что это очень колючий крыжовник. А это у нас наша якутская смородина. Не то чтобы это вид, это сорт смородины. Назывался он раньше альго, от Алёши Гоголева. Вот такая вот веточка, видите? Это темно-синий цвет отошел к этому растению от охты. Это ее прародитель. А другой это сибирская смородина, то есть это гибрид сибирской смородины и нашей охты. Вывела его Черткова Мария Алексеевна, и он был назван в честь ее сына. Вот с этой стороны, если вы подойдете, вы сможете вот очень хорошо увидеть вот эти вот кисти. Они должны быть длинные, синего цвета. Вот это уже как бы почти готовые, да, только вот отдельно ягодки не готовы. А так еще неделька, и растение будет полностью покрыто синими плодами. Надо сказать, что альго – это первое из смородин, созревает. И поэтому оно, может, не очень хорошо будет как варенье или там джем какой-то, будет жидкое, да, но зато она очень сладкая, и дети ее очень любят, эту смородину. Называется альго, или же потом ей дали при сортоиспытании якутская, смородина якутская, черная сорт. Это у нас здесь висят и сохнут растения. Как видите, облепиха у нас, малина, земляника. Вот в этих вот марли закутаны листья других растений. И это все делается для того, что мы хотим делать чаи.
просто к чаям, к самому чаю делать вот эти вот добавки и предлагать населению. Ну, где вот люди еще купят настоящую свежую облепиху? Или не все же имеют возможность выехать куда-то, допустим, в лес и привезти листья малины или листья земляники. Что у нас тут еще? Богородская трава есть, да? Листья вишни. Багульник, да, багульник у нас тут есть. Это очень хороший тонизирующий чай. И вот это все мы будем предлагать людям попробовать на нашем ягодном юбилее.